Arlete man tokal beti buttu bar. Ban me khala bar lete bar. Опекунская семья Лерха. Верхний Валюшки. Ой, была. Алло, здравствуйте. 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 Ага. Ütüye gününden здравствуй. Ага, здравствуйте. Здраволарон. Бары идентификатор көтөһөн олордулар ити, оны мийтен ыйталар. Сразу кирекка хөбөбүппүт да. Кирен bu kadar. Ага. Билин колбонуктара. Niye Platonov'la var? Ayak var. Отети бары мийтен ыйт олороллар. Тылкытыра бар дей олороллар. Билин колбоноллар ини. Tuh betul. Mana uang? Kır. Atau gua var. А, быттылар. Bu video gitti. Классный дерге мейтем. Дача мен компьютер буттан кирен көрөрүм ду. Интернет Java. Anlıyor bitti. O bulan kalana. Отключить, остановить, поделить, то сейчас. Сильбаский var bu. Кирен эреллерди. Bu da gospel. Атыко. Тыста. Ay kadar var ki. O da bir gibi oldu. Десять. 10? Почему? Дима говорит, он Здравствуйте всем. Спасибо, что пришли. Мы начнем через 5 минут.
Здравствуйте, не началось, да еще? Через 5 минут сказали. У кого-то микрофон включен. Миша. Келере. Gel benimle. Misa. Gel temiz zoom'u kapman gerekiyor. Zoom'u girebilir onu kaydıkmayı bu kapman. Kapman bir kayan tasın kalın. Микрофону нарад, микрофону. Mikrofon bener aja. Arardım. Aç. Arabadım. Araran kebis, araran kebis. Здравствуйте. Илюшка, здравствуй. Эдуард Григорьевич, здравствуйте. Мы без камеры разговариваем, да, Илюшка? Ну, ну, если надо, могу включить. Не надо, не надо.
Ма табара таллахтара жаргы яй прибыла деньгер бараларын. Самолетта сирете готты да. Микрофон рад, самолет тыгыргин деме. Микрофон нарарын. Karardım. Burada kumamı tutturan geldi. Her şey de. Aha. Ee, Tavus ettim her halka ötelürüm bolu. Микрофон нарарын, барыта хилде олор. Биттire. hmm. Она имуществом кенете кадастровый день было. Здравствуйте, уважаемые гости, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на закрытии месячника «Белая трость». Sağ olun. Должно быть. Андрей. Он говорит, ты көрерген. Здравствуйте. И молодой артист Мичей Моисеев. С 8 по 11 ноября ежегодный городской конкурс письма и чтения по системе Брайля на русском языке. В этом году конкурс посвящен творчеству Федора Достоевского. 11 ноября республиканский дистанционный конкурс КИИП 2.1 «Компьютер, интернет-технологий» в рамках работы клуба «Окно в мир».
И сегодня, 12 ноября, закрытие месячника «Белая трость», подведение итогов конкурса. Слышно или нет? Да, все слышно. Слово предоставляется директору Республиканской библиотеки для слепых Никитиной Айталине Семеновне. Дорогие читатели, участники наших конкурсов, уважаемые жюри, уже второй год нам приходится встречаться с вами в онлайн-режиме, и закрытие нашего традиционного месячника «Белая трость» не исключение. Нам всем очень не хватает той теплоты, живого общения, которое у нас с вами было до пандемии. Переход на удаленный формат достаточно был болезненным для нас, для специальной библиотеки. Но есть и положительные шаги. В прошлом году, если мы пропустили из-за пандемии конкурс письма и чтения в системе Брайля, нам в этом году удалось провести этот конкурс 2 раза с выездом по месту проживания и по предварительной записи. На якутском языке конкурс проводился в феврале месяце, а итоги конкурса на русском языке вы узнаете сегодня. С большим размахом у нас в очередной раз прошли традиционные егоровские чтения. Мы рады услышать, что очень большое количество работ поступило из разных уголков республики. Большая заслуга в этом, конечно, наших коллег, сотрудников районных, муниципальных, модельных, сельских, школьных библиотек. Большая работа проведена педагогами школ. Мы благодарны каждому из вас за содействие популяризации творчества нашего незрячего поэта Ивана Горного. Вдвойне рады, что в этом году мы решились выделить отдельную номинацию для взрослых по составлению рецензии на произведение Ивана Горного. Поступило множество ярчайших рецензий, обязательно выйдет сборник по итогам конкурса. Хочу поблагодарить нашего, не побоюсь этого слова, нашего хорошего уже друга библиотеки Афанасия Гаврильевича Гуринова-Арчалан, члена Союза писателей Республики Саха-Якутия, главного редактора журнала «Кюрюльген» на якутском языке. Афанасий Гаврильевич уже который год не отказывается, и всегда идет нам навстречу, всегда посоветует в любых наших возникающих вопросах. Афанасий Гаврильевич является жюри егоровских чтений. В этом году также нас поддержала Варвара Борисовна Окорокова, ведущий литературовед Якутии. Ее экспертная оценка, конечно, повышает статус нашего конкурса. Хочу отдельно отметить наш конкурс под названием «Музыкальная дорожка». Вы знаете, что библиотека – это центр информации. Уважаемые участники, восхищаемся вашим безмерным талантом. Ваши проникновенные, пронзительные голоса навсегда останутся в истории. Теперь каждый желающий сможет послушать и насладиться творчеством каждого исполнителя, каждого участника конкурса. Но на этом мы не намерены останавливаться. Коллекция и в будущем будет пополняться новыми старыми песнями. Все проведенные нами мероприятия я озвучивать, перечислять не буду. Их очень много. Хочу поделиться одной приятной новостью. Нам сегодня коллектив ПАО «Якутэнерго» подарил книги, изданные благотворительным фондом, иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей. Да, вот как раз ведущие нам показывают эти книги. Книжки все разные, с тактильными иллюстрациями, очень красочные. Все они оснащены волшебным говорящим карандашом. Выражаем огромную благодарность гендиректору ПАО «Русгидро» Виктору Викторовичу, директору Алексею Александровичу, гендиректору «Якутэнерго» Алексею Александровичу и главному специалисту Надежде Владимировне. Всем участникам наших конкурсов огромное спасибо. Всем удачи! Друзья, давайте покажем вам книги
Якутскэнерго комплекты тактильных книг для незрячих и слабовидящих детей. Я держу в руках книжку «Снежная королева». Наша древняя столица. И Рождество. Ежегодно, начиная с 2012 года, в Республиканской библиотеке для слепых проводится конкурс юных чтецов «Егоровские чтения», который уже стал традиционным культурным событием в рамках месячника «Белая трость» и является Культурным событием. Проводится целью сохранения творческого наследия незрячего поэта Ивана Николаевича Егорова и популяризации его творчества среди подрастающего поколения. С каждым годом участников становится все больше, а выступления интереснее. С 2017 года конкурс проходит в инклюзивном формате. Наравне с воспитанником коррекционной школы-интернат и детского сада номер 11 «Подснежник» в егоровских чтениях в разное время приняли участие огромное количество любителей поэзии из разных уголков республики. В 2018 году егоровские чтения были особенно знаменательными, так как конкурс прошел практически в одно время с выходом новой 11-й книги Ивана Николаевича Егорова-Горного, поэтического сборника «Саенсетта Карья». В 2019 году конкурс прошел в 2 этапа – очному и заочному, с участием 2 возрастных групп – от 11 до 19 лет и от 20 и старше. В заочном этапе приняли участие представители 12 районов республики, а также 3 домов-интернат, инвалидов и престарелых. В прошлом году к 85-летию со дня рождения Ивана Николаевича Егорова конкурс прошел на всероссийском уровне с международным участием. В этом году исполняется 10 лет нашему конкурсу. Одаренный от природы поэт начал печататься с 1986 года. Первая публикация – это стихотворение «Мень Регюбин», которое посвящено светлой памяти старшего брата Егору Егорову, который погиб на поле боя в годы Великой Отечественной войны. Начиная с момента издания первого стихотворения, пока еще никому неизвестный поэт начал плодотворно заниматься творчеством. Кроме стихотворений писал и поэмы, и статьи. Сегодня имя незрячего поэта Якутии Ивана Егорова-Горного в якутской литературе занимает особое место. Творчество Ивана Горного многогранно. Писатель издал 12 сборников стихотворений. Как отмечал сам поэт, в его творчество скрыта таинственная философия, которую читатель сам должен понять, открыть и разгадать. Его поэзия постепенно приобрела свои краски, оттенки, а мастерство Горного как писателя развивалось с годами. Наступил самый волнительный момент, время объявления итогов республиканского конкурса чтецов «Егоровские чтения 2021». Подробнее о конкурсе и итогах вас ознакомит Ульяна Чичигинарова, главный библиотекарь отдела обслуживания. Өрүн Торосқа ойыннек чөчүтнен сылын ақсын үгес білетінен ұйдылар республикатағы көрбеттер анан библиотекалара ұйдар бір самай долгутуға кетейілі күрәға Егоровскай алғы. Саната әхілівет. Ihillere. Олағынан, таланынан, жоғырынан бар жон білінейдің ұлбыд. Көрбет жон төрәбіт ұлғарынан ағыларғар ұлақан қылатын келдерді. Поэт, учутау Иван Николаевич Егоров, Иван Горный, аяр үлетігер анамыд Егоровскай ағылар, енекі сылларға
Библиотека ағачыларыгар дробияларынан қачақта Джон Ортодугар үтілгі дебит боллағына бұйылғы күрәк уратыдынан Иван Горнай айымныларын кең әйгеға білігінлерер, пропагандалыр, сылтан республика өренәтчілерін, литератураны таптатчылар ортолоргар үтілінна. Ол күрдік оғылар бөліқтірігер Иван Горнай айымныларын усыран ағы, онна улахан жыныртытугар Иван Горнай айымныларгар рецензия сұрыю көрегар республика арас мұнлықтарынтан кейін ұлыстартан сағалан Верхаянскай, Орта қалыма, болуын күрдік ырасытар ұлыстартан күттіғіні ұлғылар. Конкурсқа барыта ағуын ағы сөбекейді. Конкурс жүлір сөбетігер үлеләтілер, сұрыятчы, тылбашчы, көрілген журнал редактора Афанасий Гаврилевич Буринов арчылан. Литератураны ырытатчы, литературавед, тыл үйераған білімдерін доктора Окаркова Варвара Борисовна. Максим Кирович Амосов атынан Котугу линии федеральный университет доцена Матрена Петровна Попова. Республикатағы инвалидтері обществоларын специалиха Скрябина Нюрбияна Иннокентьевна. Оны теңе республикатағы көрпөттөр библиотекаларын библиотекара Потапова Евгения Артуровна. Ити күрдік етен туран оғылыр бөліқтіргер Иван Горнай айымныларын ұсыран ағы күрәғін түмігін білдірәбін көңілен. Үхіз степеннәр дипломынан нағарадаланар Жендринскай Ярослав чурапчылуғын Туллукчан уян итилләчите. Әғірділән кәбігерін. Икки степеннәр дипломынан уанна өйді білік белағынан нағарадаланар Птицына Алиса. Мәңе қаңыласылуғын Тумул орто осколатын иккис қылағын өрінәчите. Маңнайғы степеннәр дипломынан бұ бөліққы Кыра бөліққа кыйлағынан білдірі нағрадаланар Аклопкова намыйына горна ұлығын ұшқалатын төргіз қылағын өренәтчіде. Салаячы Захарова Августина Михайловна. Әғаділән кемие қайын кыйлағы жығыны салғы бұл бөліққа отут икки олыс үшігей арас таңнақ арас үлелер кейділер. Онтон жүлір себе 5 анал аты эңерде. О күрдік за искренность исполнения анал аты ылар Иванов Петя. Республикатағы анал коррекционная школа-интернат өренәтчіде. Салаячы Седальшева Анна Фанасьевна. За воплощение авторского замысла аналат. Бу аналаты ылар Фамина Айсара, Сунтар Улуға. Шея ортос колатын төрдіс қылағын өрінәтчіде Салаячы Михайлова Айтарина Дмитриевна. За создание сценического образа анал аты ылар Рожина Виолетта. Мугудай ортос колатын маңнайғы қылағын өрінәтчіде. За артистичность и мимику аналаты ылар Закаров Айсан. Горный лугун ортос колатын маңнайғы қылағын өрінәтчіде. Уанна күрәк самый кырачан кыттачыта. Самый юный участник аналатылар 4 состав Дьяконова Саяна. Намлугун тумун илеген кенчәри уян итилләтчіде. Салаячы Мандарова Аида Прокопьевна, Дьяконова Матрена Константиновна. Деп бары оғылару әғаддели бет, оғылар дипломна күттін, уанна өйдепінік бәліқтер кетен білеген библиотека бұтыттан кәлемік ұлық күтін сөп. Онтон бары күттілақтарға, бары салаячыларға мақтана бұт, уанна Эйеха электронный сертификаттары туттарабыт. Салги улахан жоңго номинация. Иван Горнай айняларын
айымныларгар рецензия. Ага, так. Иван, bu рецензия сұрыю Иван Гордай айымныларгар рецензия сұрыю күрәғін түмігін ехетінлерге тылы беребет жүлі сүбе бірсідәділерге Сурьячы, Тылбашы, көрген журнал редакторгар Афанасий Гаврилевич Гуринов арчыланга. Мақтанабын бука баргытыгар үтүө күн болуоктун уанна эхигини баргытын бу бүгүнгү үтүөкен түһүлге төрүттэммитинен итиитик истиңник эгардалибин. Onu serge Ivan Gornay eder doğru boğaların bıhıtınan bu manlık terehin utumnaktık ıtılların ihin teriyatçilerge vanna bu kabarı kıttaçılarga ulakanlık maktanabın. Ya itinlik eten turan bihigi bu körbüt, cüllebit, toskol buttuğunan kıratık kepsim bu manna barıta sürbe bir üle kirbit olu higer iki oğu ülete var ol emiye olus kereksabillek bu Ivan Gornay ayımnetigar kereksabil barın kördörür onu tenge keskil saydı suala arıllar ol köstör diyen öydübün. Uluslarından kördük canıttan kıttı olus küstek itinne tuhannak jon orduk çuvalan biblioteka ülehettere bıhılak küske ülelebittere köstör. Onun inniketin bot tüger emiye terehinnek üle baran iti barıta dalahınnanan teniyen ihiye di sanıvın. Biligin bu uan bihiremmit üleni attım. Bu mannato talı olus ustuk maygılak kürektehi diyen kürektehi simbir kıyılak baskı inniki attanıktak ol gınan baran bu manna bu arıta diyen olus kıra vanna elbekten tutuluktak. Bu tübeltağa menüydülbünen bihigi bu manna bu manna kıttı bıttar kıttı spıttar bu kabarı kıyılak bıttien öydübün. Ce biligin bir atı dümüllen. Uala Aradivan Ivanoviç Zakharova Evgeniya Nikolayevna Gornay uluha Sologon Ivan Gornay ülkü kohonugar cenziyetinin Ivanoviç biremiyete Akulin Erika Otoyuk Aygın uluha gelek Biliyene poet Suryatçını koyuta den. Rodion Ivanoviç Egorov anal Nota vardı. Афанасий Гаврилевич, звукут баран қалды. Kanlık katibi pini kimi biller bipini Evgeniya Nikolayevna. Kenine tolora biller bitim de Ütete ho.
Сөп отчоға туақ қос білдерім. Иван Горнай уала Родион Иванович Егоров анал береметі. Закарова Евгения Николаевна. Горнай улуға солоғын. Иван Горнай түлкі қоғануғар әрсензетін ихін. Эмие Родион Иванович анал береметі. Бережнева Акулина Берия кыха Хотоюк айгына. Усалдан улуға Сақа Республикатын сурьячыларын союғын чилені. Кенеулеті поэт сурьячыны қойутаден. Эме Родион Иванович Егоров анал береметі. Устручкова Акулина Тропимовна. Жаңылуға Боронук Сақатылын учутала. Иван Горнай қоғаннарығар олық мәккөреден үлені сұруйбыд. Эме Родион Иванович Егоров анал береметі. Закарова Наталья Гаврильевна Чурапчы улуға библиотека үлехеті. Кенеулеті Иван Горнай екәнім әрейдәк айымнетігар ресензеден. Білеген көрілген сұруналға бечәттені бұ үле ол күрдік бұ келер сылға көрілген сұруналға бечәттенеға. Бағардар бұ сыл 6 нөмергардағаны тақсығын сөп. Горохова Любовь Кантваровна. Жаңылуға бетон көз. Біліңе үйе сұруячылары гарден атта күлі. Родион Иванович Егоров анал береметі онна көрілген сұруналға бечәттені. Потапова Елена Семеновна жаңы улуға бетон көз. Алын сүйек класс учутала. Иван Горнай олық уларығытын тұғынан ден ресензені құрайбот. Онтон бұ күрәкчет бұқыттачы әмие 2 бігіребілінен білетінер ол күрдік Родион Иванович Егоров біреметі оны тағынан кым қағыат қолуғын ұсуран сығарытығар бәчәттені. Платонов Руслан Николаевич Горнай улуға бәржігістәк сұруналыс сұруятчы. Кенеулеті өлбөт мәңе ұута төрөбіт тылбыттен. Бастабыт жоммутун аттыбын. Үхіс Буалла Ассар Мария Николаевна. Жокускай РСК ШИИ учутала. Кене үлете рецензия на стихотворение Ивана Горнова Тимир Аннарден. Бу белетәнеттәкка нучалы суруллубут соғоток үле, уанна Иван Горнай бейте эмие нучалы қоғону суруяра. Ити білігіннері бұғытынан еттәкка. Иккис Буалла Дьяконова Ольга Меңа қаңалас улуға мая оғы библиотекатын салаятчыта. Кенеулеті сүрәғінен көрір сүді паяттен аттақ. Жауанна Бастата Тарасов Александр Адамович Горнай улуға өрт суруячы Сақасырин Россия суруячыларын союғын чилені. Кені үлеті Сақа сарының саналара ден. Итинник то Иван Горнай чакчы-бачы Сақа сарыны ден. Onun күрек үміктенне тұрғырдың анығысқы күрек дейбіт. Мақтал. Афанасий Гаврилевич мақтанабыт, олу сечуедік сенілі бұл түбігі тәйітіне бікер. Жауына салғы баран еқайы белеген оғыларға ұсыран, Иван Горнай әмнеларын ұсыран ағы түбігін істеқайын салғы үрдігі улақан састақ оғылар бөліқтірін түміген.
Çoğu kurduk, ühü stipendler diplomунан, onunla öydebünlük belirlenen nağradalanlar, son kiyeşa, usaldan oluğun bәді ortos kolatın altıs kılağın yörenetçite. Ağırdılan gibi kayın. İki stipendler diplomунан, onunla öydebünlük belirlenen nağradalanlar, Ivanov Yaroslav, Suntar oluğun şeye ortos kolatın ikis kılağın yörenetçite. Ivanova Mira Vladimirovna. Маңнеги степенер дипломунан, онна өйдөбүннүк белагынан наградаланар Максимов Данил. Анал коррекционный оскола интернат 12 классын үйренетчите. Салгы номинациялары аналаттары туттарабыт. За душевность прочтения анал атылар Смертин Илья. Республикада анал коррекционный оскола интернат 9 классын үйренетчите. За воплощение авторского замысла анал атылар Чемезова Уруйдана. Горный лугун маңына тосколатын 11 классын үйренетчите. За создание сценического образа, за артистичность и мимику аналатылар Сутакова Диана. Республикатағы анал коррекционный школа интернат 9 классын үйренетчите. За вдохновенность прочтения аналатылар Старостин Марк. Булын улуғын борогон ортос колатын 6 классын үйренетчите. Салаячы Тобанова Сандара Игоревна. Сөп онна түмік аналаты за креативный подход аналат иңерелер Наговицын Леонтига үйе білуылуғын өргөт ортос колатын 5 классын үйренетчитигер. Ити курдук бары наградыламыттары сөт өгүл әғадділен тұрамыд. Бу оғыларға, онна салаятчыларға этияк бүтеді. Бу библиотека бұд сайтыгар rbs14.ru сайты коллекция Ивана Горнова ден разделга илги бу оғылар үлелерін ағыларын тиренгет көрек күтін сөп. Мақтана бұд. Еще раз поздравляем всех победителей и номинантов конкурса. С музыкальным поздравлением для вас поет Сардана Акаемова, победитель номинации «Авторская песня».
Yarağa tükürüye bir üdüktü bir ol eren beyahidim Hristiyan. Давайте поаплодируем Сардане. Ганя, а ты любишь слушать музыку? Ну да. А какой жанр тебе больше всего нравится? Поп, рок, кантри, может даже джаз? Ну, слушаю то, что нравится. Иногда и слушаю детские песни. Тогда я уверена, что следующие итоги конкурсов тебя, как меломана, непременно порадуют. Так, с начала года библиотека объявила республиканский конкурс «Музыкальная дорожка». Подробнее вам расскажет Галина Кычкина, заведующий отделом обслуживания. Здравствуйте, дорогие друзья, участники конкурсов. Республиканский музыкальный конкурс «Музыкальная дорожка» была организована по многочисленным просьбам наших читателей. Исходя из этого, мы решились провести этот конкурс. Мы получили 45 музыкальных треков от творческих, музыкально одаренных людей, имеющих ОВЗ по зрению. Хотим поблагодарить всех за активное участие. И как говорила Айталина Семеновна, благодаря вам все желающие могут в свободном доступе услышать и скачивать отличный сборник музыкальных треков на нашем официальном сайте в виде подкастов. Также хотим поблагодарить Алексея Потапова за сотрудничество. Многие музыкальные треки были взяты из сборника «Мир другими глазами», которая была записана в музыкальной студии Алексея. Конкурс проходил в удаленном формате с 15 марта по 1 ноября. Все участники проживают на территории Республики Саха-Якутия. Хочется отметить, выделить Нюрбинский, Чурапчинский, Таткинский, Мегино-Кангаласский, Усть-Алданский, Усть-Янский и Хангаласские районы. По положению конкурса были 4 главных номинации. Это народный вокал, академический вокал, эстрадный вокал и авторская песня, а также 12 спецноминаций. Все участники получают сертификаты участия. Председателем жюри всем известная актриса и певица якутской эстрады Валентина Романова-Ческырой. Также библиограф Элина Владимировна Заболоцкая, которая имеет музыкальное образование, и сотрудник Якутской республиканской организации ВОС Светлана Дмитриевна Иванова. Итак, для оглашения победителей в главных номинациях приглашаю члена жюри Элину Заболоцкую. Добрый день. Приветствую всех участников конкурса. Спасибо вам всем за очень достойные песни. Итак, победителем республиканского музыкального конкурса «Музыкальная дорожка» в номинации «Академический вокал» становится Надежда Васильева с песней на слова и музыку Александра Гурилева «Сарафанчик», город Якутск. Поздравляем! Вместе с дипломом Надежда получает памятный приз. Победителем в номинации «Народный вокал» становится Даяна Старостина с песней из репертуара Ангелины Файрушиной «Кыстоюга». Эвена Бутантайскую, наши поздравления. Также от имени Государственного театра эстрады Даяна получает спецприз «Музыкальный диск Гаврила Николаева». В номинации «Авторская песня» побеждает Сардана Акаемова с авторской песней «Бырастарым аннелларым». Она сегодня присутствует в нашем зале. Приглашаем Сардану на вручение диплома и памятного приза. Поздравляем! В номинации
эстрадный вокал поступило большое количество музыкальных треков. Поэтому мы разделили участников на две группы – молодежную и старшую. В старшей группе в номинации «Эстрадный вокал» побеждает Валентин Суздалов с песней «Ебет Энбарен Кучугей», Устьянский район, поселок Депутатский. Наши искренние поздравления. В молодежной группе в номинации «Эстрадный вокал» победил Мичель Моисеев с песней на слова и музыку Василия Слепцова «Толстома Минерем Мотыва». Мичель также у нас сегодня присутствует. Поздравляем. Поздравляем, Мичель. А теперь переходим к спецноминациям. Для оглашения победителей приглашаю Галину Михайловну. Итак, номинация «Индивидуальное исполнительство» присуждается Иннокентию Никифорову с авторской песней «Күннүн аргыстастым». Номинация «Музыка в сердце моем» получают два исполнителя. Лукина Вера Николаевна с русской народной песней «В низенькой светелке» и Дейкина Дарья Ивановна «Косари на лугу». Поздравляем! Номинация «Популярная песня» досталась трем конкурсантам. Татьяне Семеновой с музыкальным треком «Дочка, мама, ты и я» из репертуара Аллы Пугачевой. Саина Сивцева с песней «Куда уходит детство» из репертуара российской поп-группы «Сливки». Айта Мапулова с песней «Спроси мое сердце» из репертуара российской звезды Ани Лорак. Следующая номинация «За любовь к родине» тоже присуждается трем участникам. Григорию Дмитриеву с песней «Деребинем», Кайдану Моисееву с песней «Тенне турон дойдувар», Платонову Валерию Нюргуновичу «Келлим дойдувар». Номинация за проникновенность в исполнении песни. Роман Винокуров с песней «Гитара» и Аилана Степанова «Сана Кюнтен». С 1 по 7 ноября на нашем официальном сайте прошло онлайн-голосование в номинации «Приз зрительских симпатий». Набрав 668 голосов, победил Павлов Гавриил Петрович с Чурапчинского района. Поздравляем народного любителя! Поздравляем всех победителей! Приходите за призами и предварительно нам позвоните. Үйрің бұлу, әремелі бөстір, маған тұлу кереді Алласыр. Женя, бұрыны сұрыпы дақтырын білағанды? Ол күрдік библиотека, драматург, поэт, прозаик Анимпадис Иванович Сафронов түрәбіті 135 сылығар аналлах кәдәқтер еділлар литературна викторина тәріпіді. Күрәк түмігін сихили кәпсияға библиотека ағар салатын үләхеті Валентина Рожина. Литературный викторина будем музыстары ағыз күніттен 6 ұйын 15 күнігер дерет ұтылымнан. Викторина сылы сұрға Анимпадис Сафронов алампа, олығын, аяр, үлетін ағанчы кен ақтығар тахары. Интерьері өскеті, онна декергені ағы бұла түгі етер. Бұл сырыға сүрдақ кен қабамнақ әппеттер кәлбіттер. Чинчиен көрі литератураға діріңне қасығы үлеті дин тәқчі барбытын туғылуын үлелер баллара үйепті да астынларда да. Викторина кіптінің лылар амматтан
Бүлүттен, уус алдантан, меңе хаңаластан туонна ленскайттен. Викторина кыйылақтарынан болдулар. Үс месіне үлләстелер Протопопов Владислав Александрович уус алдан улуғын кәптенен әхелегіттен түріттер. Білеген жатайдағы медколледж бастықы курсын студияна. Онна Константинов Саврон Степанович амма улуғын әмес нәхелеген олықтаға. Екіс местіне аңардастылар Леонтьева Розалия Афанасьевна амма улуғын мәндегі нәхелеген олықтаға. Онна Владимирова Ольга Петровна Қаңалас улуғын Покровскай торат олықтаға. Республикатағы кетақтан ұтылар Алампа литературная викторина Улуччик ыйылағынан болла Раиса Ивановна Григорьева бүлі улуғын қора нәхелеген олықтаға. Кетақтарға анал диплом өйдөвінік бәләқ тұттарылар. Қас бирді кыттатчыға сертификаты электронный почтағатығар ұтықпыт. Кыйлақтары үдейдек істемдік әғардалибет, оны ұзбыдың тағынан береха. Күнді доғыттар, әйеқа әғарды үралақ, кәлі музыкальный дорожка күрәқ кыйлаға Мичель Моисеев. Күнді бастығылар, күнді конкурсанлары марғытын бұл бітенері бірағын екітінен үрін шығыс қабылдығытынан әтіңгі бұл месешіне ғазғын қанағатыдан тұрамын. Оттар ағымен бұл кәріге бір болдырмын бар, жаман алысқа. Век информационного прогресса владение компьютером, смартфоном становится неотъемлемой частью жизни каждого из нас. Современные технологии позволяют использовать программы не только для образования и игры, но и для реабилитации людей, которые в этом нуждаются. Библиотека ежегодно проводит конкурс по адаптивным компьютерным технологиям. В этом году во второй раз на республиканском уровне.
И наши читатели с каждым годом совершенствуют свои умения и навыки при работе с цифровыми технологиями. Слово предоставляется Герману Макарову, заведующему отделом репродуцирования и специальных технологий, для объявления итогов республиканского дистанционного конкурса КИК 2.1 «Компьютер, интернет-технологии». Всем добрый день. Меня хорошо слышно, видимо, меня не видно. Интересно, познавательно, весело. Именно под таким лозунгом вчера у нас прошел республиканский дистанционный конкурс по компьютерным и информационным технологиям КИК 2.1. Ну, как уже сказал мой коллега, да, век информационного прогресса, владение компьютером, смартфоном становится неотъемлемой частью жизни каждого из нас. Главной целью конкурса является популяризация освоения и применения современных компьютерных технологий и в повседневной жизни слепых и слабовидящих. На участие поступило у нас 16 заявок. Это город Якутск, Нижнекангаласский УЗ и Амгинский УЗ. Участники были разделены на две группы – взрослые и дети. Итак, по итогам набранных баллов выявлены имена победителей и призеров нашего конкурса. В группе взрослые первое место занимает Попова Людмила Николаевна. Второе место Сидоров Олег Николаевич, Амгинский УЛУС. И почетное третье место Корнилов Валерий Русланович, город Якутск. Я надеюсь, потому что наши школьники подключились здесь, да? В группе дети первое место занимает Егоров Семен. И второе место занимает Павлов Святослав. Ну и почетное третье место занимает Петров Андрей. Ребята, я вас всех поздравляю. Опять же, ждем вас в библиотеке за классными призами, за сертификатами, за дипломами. И выражаем огромную благодарность всем участникам нашей школе и Амгинской, и Нижнекангаласской библиотеки. Спасибо большое. Музыка мешает. Музыку подключите, пожалуйста. Еще раз поздравляем победителей конкурса. Каждый год библиотека проводит конкурс письма и чтения по системе Брайля на русском языке. В этом году конкурс посвящен 200-летию со дня рождения русского писателя, мыслителя, философа и публициста Федора Михайловича Достоевского. Передаю слово Галине Кычкиной, заведующей отделом обслуживания. Конкурс письма и чтения по системе Брайля «Прикоснемся к Достоевскому» в связи с ограничительными мерами по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Конкурс проводился среди брайлистов, имеющих QR-код о вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19. Поэтому форма участия в конкурсе поменялась, чем в предыдущих годах. Конкурсанты подходили по предварительной записи, а также сотрудники библиотеки выезжали по месту жительства участника. Конкурс проходил в период с 8 по 10 ноября среди взрослых и с 10 по 11 среди учащихся школы-интернат. В конкурсе приняли участие 20 брайлистов, в том числе 10 учащихся, и из них 5 дистанционных. Так. Согласно положению конкурса было учреждено 2 подгруппы для взрослых, это сильная и перспективная, а для учащихся средняя группа и старшая группа. Победитель определяется по количеству набранных баллов путем общего суммирования прочитанных и написанных знаков. 1 балл соответствовал 1 знаку. Баллы по письму выявлялись путем вычитывания ошибок из общего количества знаков. Так, в жюри присутствовали председатель жюри,
сотрудник Северо-Восточного федерального университета имени Амосова Дмитрий Матвеевич Фомин, заведующий отдела учета документов и библиографии Герасимова Евдокия Николаевна и Кычкина Галина Михайловна. Так, для оглашения победителей даю слово председателю жюри Дмитрию Матвеевичу. Добрый день, уважаемые посетители виртуального зала. Желаю всем хорошего настроения, здоровья и чтобы все были вакцинированы и не болели гриппом тоже. Но в данный момент я оглашу победителей конкурса для чтецов и по письму взрослых читателей нашей библиотеки. У нас 3-е место заняла Егорова Мария Ильинична. 2-е место занял Спиридонов Николай Михайлович. И 1-е почетное место и с большим отрывом Дейтиной Дарьи Ивановны. Среди взрослых у нас была определена перспективная группа. Среди них Осипова Августа Петровна, 3-е место. Ефремов Максим, 2-е место. И Васильева Надежда Ивановна. 1-е место. 1-е место. Среди школьников у нас чтецов и посещающих библиотеку тоже было организовано 2 группы. Старшие школьники с 8 по 12 класс и средняя группа с 4 по 7 класс. И дети младшего среднего возраста были представлены тоже. Первое место. Так, у нас кто? Корнилова Лиза, 1-е место. Кочнева Елизавета и Соловьева Валентина. Соловьева Валерия, 2-е место. Это 2-е место. Валерия и Борисов Семен, 3-е место. Так. И дети 3-е место Смертин Илья, Слепцов Андрей, 2-е место. И 1-е место занял Степанова Айлана. Им будут вручены грамоты за успешное прохождение нашего конкурса. Но напоследок хочу сказать, что читающих, конечно, очень мало по Брайлю, и пишущих тоже очень мало, ошибок, особенно по письму, очень много. И школьники очень плохо пишут, даже знаки переноса ставят не на том месте или вообще его забывают. И есть даже пробелы после запятой, но это так, самые распространенные
ошибки, наверное. Спасибо за внимание. Вот и подошло к концу объявление итогов конкурсов в рамках месячника «Белая трость». Мы искренне благодарим и рады, что вы, дорогие наши читатели, всегда поддерживаете наши конкурсы своим участием. Еще раз поздравим друг друга с победами и подарим аплодисменты. А давайте сейчас все включим камеру на общее фото. До новых встреч, друзья! Будьте здоровы и отличного вам настроения! Плохо оказывается.